Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. В гостях у нас заслуженная артистка Республики Башкортостан и блокадница Ленинграда Камила Юсуповна Чертова. А сколько лет вам было, когда началась Великая Отечественная война, и какие переживания у вас были в то время? 3 года мне было, началась война, была семья, мама, папа, 3 сестры, братик. Все умерли. Когда мама вот последний раз ходила за хлебом, она вернулась без хлеба, силы уже больше не было, и ночью она ушла из жизни. Я осталась старшей сестрой, которая меня постарше, на 6 лет была. Ее взяли какие-то родственники к себе, а меня было уже невозможно, кормить нечем. А потом я настолько уже была слаба и больна, что меня подобрали в детский дом. Я уже вот детский дом не помню. И нас по дороге жизни, по Ладожскому озеру, в общем, на пароход нас погрузили, и по воде нас привезли далеко-далеко в Ивановскую область. Из рассказов нянечки, я помню, как она мне сказала, тетя Нина, когда вас привезли на пароходе, то все деревни собрались, чтобы встречать детей, вот этих голодных нас. И я хорошо помню, как она мне сказала, мы вас сгружали, как дрова. Вот так по нескольку полешек на руки. Вот такие мы были. И когда нас привезли в деревню, в глухую, то нас не могли оторвать от травы. И мы только говорили, мы теперь не умрем, не умрем. Тут столько ромашек, мы будем есть ромашки. И как мы рванули есть эти ромашки, и эту траву, и нас еле-еле оттаскивали от этой травы. Ну, конечно, мы пережили такой голод. Вы знаете, как мы раньше, настолько в нас патриотизм вбивали, или как это слово не подходит, внушали. И мы всегда видели, что нас не бросило государство. Нас не бросили, нас кормят, одевают, обувают. Нас никто не обижал в детском доме. Нас любили. Воспитатели деревенские все были из деревни. Уровень у них был, конечно, тоже соответствующий. А мы росли себе, росли, старались, умнели. Но раньше же пионеры, понимаете, это очень и очень объединяло детей. Красный галстук, пионерский значок, эти сборы пионерские. Вот все это я помню. Как сложилась ваша жизнь после войны? Ну, все хорошее, так же, как и все плохое, когда-то кончается. И вот наступило время, когда мне стало 14 лет. Из детского дома я 7 классов закончила. И вот мы тогда не выбирали специальность. Мы никогда не думали об этом. Но когда меня спрашивали, девочка, а вот ты вырастешь, у тебя там такая, ты такая, а кем ты хочешь стать? Я всегда говорила артисткой. Кончила я училище музыкальное. Мне уже стало 22 года. И мне дают направление, поскольку я была серьезная, правильная, умненькая, наверное. Направление дают директором музыкальной школы. Открывалась музыкальная школа в каком-то районном центре, и меня направляют туда директором. Я подумала, а как же так? Музыкальное училище, это же ведь еще мало для артиста.
И я в консерваторию. Я не поехала директором. Я отправилась в консерваторию и поступила. И 5 лет там проучилась. И уже начала подрабатывать, могла. Пела в кинотеатре перед сеансами. То есть как-то свою жизнь вот материально, потому что всю жизнь зависела от материального своего. Первый курс только закончила. А он институт кончал инженерно-строительный. Ему надо ехать, ему дали направление на Дальний Восток, во Владивосток. И я с ним поехала. Бросила консерваторию, то есть вот эти мои чувства, любовь, они перебороли. И вот когда я приехала на Дальний Восток, и была я там рядом с ним, родилась у меня дочка, и вот тогда я одумалась, что я наделала-то. Я что, всю жизнь буду сидеть тут, с ребенком нянчиться? И за мужем ухаживать? Нет. И тогда я сказала, я поеду опять в консерваторию. Мне нужно закончить консерваторию и стать артисткой. А у него родители-то из Уфы. И вот таким образом я в Уфе оказалась. Я привезла дочку его родителям, а сама поехала в Казань доучиваться. И вот я здесь, в Уфе, и в филармонию приехала, и работаю, вот 25 лет проработала. А теперь мы открыли блокадное общество. Человек создан для счастья, для любви, для радости, для света. Чтобы вы жили, неся в мир любовь, добро. Чтобы вы никогда не сомневались в том, что жизнь дана для счастья, для радости, для света. И никогда не переступайте черту, которую нельзя переступить. Знайте, что жизнь дана один раз. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.